А что, так можно было изначально? Досмотрите это видео до конца, и вы точно будете смеяться и удивлены. Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого важного. Уполномоченный по правам человека в Таджикистане пока не встречался с осужденными журналистами и блогерами, но намерен сделать это в течение февраля. Представитель Офиса уполномоченного по правам человека Хуснидин Недоев 2 февраля на пресс-конференции, отвечая на вопрос, сказал, что омбудсмен уже связался с руководством Главного управления исполнения уголовных наказаний и в ближайшие дни планирует встретиться с заключенными журналистами Абдулло Гурбати и Далером Эмомали. Вы вообще знали, что у нас в стране есть омбудсмен, который защищает права человека? Да, по факту он должен быть в каждой стране, но так как наш практически ничего не делает, то предполагать о его существовании было достаточно странно. Вы согласны? И вот теперь, когда все проговорили по 10 кругов о том, что незаконно, бросили за решетку журналистов за то, что они подвергаются там пыткам, вот он решил ответить на вопрос, он решил с ними встретиться. Еще бы это сделал лет через 10, когда уже их выпустили на волю. Как вам такой омбудсмен? Защищает права людей. Заметно. Он также опроверг сообщение о том, что блогер Абдусатор Пирмухаммадзада был подвергнут пыткам при задержании. Да, я читал об этом в СМИ, но никто к нам с жалобой по этому поводу не обращался, добавил Недоев. Но журналист написал письмо, где подробно об этом рассказывает. Многие каналы об этом говорили не только в YouTube, но и на других информационных площадках. Почему он не проверил эту информацию? Почему нужно обращаться всегда? Если это вызвало такой огромный резонанс, почему он не взял на себя ответственность проверить эту информацию? Как вы думаете, он должен был это сделать? Блогер в своем письме из СИЗО в октябре прошлого года сообщил, что с первых дней ареста подвергся жестоким пыткам. Во время допросов в ОМВД и следственном изоляторе с целью дать признательные показания по сфабрикованным, по его словам, обвинениям. «Меня избивали и пытали током там, что не хотелось жить», написал блогер. В Таджикистане за последние несколько месяцев к различным срокам тюремного заключения от 7 до 21 года колонии были приговорены 7 журналистов и блогеров. Далери Эмомали, Абдулло Гурбати, Ульфат Ханим Мамадшоева, Мамад Султан Мавланазаров, Абдусатор Пирмухаммадзада, Завкибек Саидамини и Хушрус Джумаев. Их обвинили в частности в распространении якобы ложной информации, участии в экстремистском сообществе, сотрудничестве с запрещенными организациями. Сами журналисты и их родственники считают эти обвинения необоснованными. Аресты и суды над журналистами и блогерами вызвали большой резонанс в обществе и критику западных стран и международных организаций, в частности США, ЕС, ОБСЕ и Комитета защиты журналистов. Суды над журналистами они расценили как удар по свободе СМИ. С призывами освободить журналистов и блогеров выступили некоторые международные организации. Официальный Душанбе никак не отреагировал на заявление международных правозащитных организаций. Как вы относитесь ко всей этой ситуации? Цирк, да и только. Почему у нас власть делает что-то только после того, как их заставят, покажут, укажут, создадут огромный резонанс? Почему никто не следит за тем, чтобы наша страна была честная, правомерная, и люди себя в ней чувствовали безопасно? Свое мнение по поводу этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.